Мы находимся в урочище Пыв. У меня за спиной перевал Чха и горный массив Чха. Это одно из самых моих любимых мест в Абхазии. Также здесь рядом находятся озера плато Агура. И эта дорога ведет к селу Псху, к единственному сохранившемуся высокогорному селу в Абхазии с очень древней историей. Тенгиз, все знают тебя в Абхазии как автора проекта «Горная Абхазия», да? И когда я произношу слово Тенгиз Тарба, все говорят: да, Тенгиз. Это замечательно, потому что ты сделал имя не себе. Ты, как Тенгиз Тарба, существовал 33 года, да? Вполне самодостаточно. Ты сделал имя замечательному проекту, автором, инициатором которого ты стал. Назовем так условно это: спасение Абхазии, это возвращение в ту колыбель горную, да, которая когда-то вырастила народ абхазов, собственно, как нацию, которая сегодня состоялась как нация. И, конечно, естественно, что наш разговор с тобой мы приехали провести вот именно в горной Абхазии, именно в горах. Здесь нет никакой фальши в нашем разговоре. Да. Мы честно постарались, мы взобрались на высоту 1700. Вы абсолютно правы, это не просто туристическая Абхазия, это не просто красивые пейзажи, это наша жизнь, как вы говорили, это та земля, которая формировала наш язык, наши традиции. И невозможно представить абхазов без горной Абхазии. Огромное значение для нас имеет вся горная часть Абхазии. И это место, оно тоже имеет очень важное историческое значение. Вот здесь совсем недалеко главный Кавказский хребет, перевал Дамхурс. И именно оттуда в 92 году приходили добровольцы. И уже на второй день они участвовали в боях за независимость Абхазии. И их встречали наши пастухи, агухаовцы. И вот сейчас, если мы с вами пойдем к их балагану, окажется, что там никого уже нет. Нет тех, кто 20 лет назад мог встретить, мог приютить, накормить и указать тропу, указать путь, куда нужно идти. И, конечно же, и даже сейчас вот мы встретились с пастухами. На этой поляне несколько фамилий. Это лазбовцы, аюцбовцы. И вот и я не вижу отрубовцы вот здесь. И я не вижу половины из тех пастухов, которые были буквально в прошлом году. Они уже, им возраст не позволяет, им тяжело сюда подниматься, а их дети, к сожалению, вот не пошли вслед за ними. И, конечно же, это одна из самых главных наших больших проблем, потому что пастухи были и остаются пока что вот, ну, как бы последней линией обороны нашей, да? Это те, кто еще сохраняет наши традиции и наше понимание этих мест. И нам крайне необходимо сделать все, чтобы сохранить пастушество абхазское, чтобы вернуть их сюда. Это очень важный тезис, который ты сейчас сформулировал. Нужно сделать все, чтобы сохранить пастушество абхазское и вернуть сюда. Скажи, пожалуйста, давай расшифруем, что стоит за этим? Это же целый институт вот пастушества, который связан на самом деле с вот этим агрокомплексом, да, национальным абхазским. Связан с сельским хозяйством, с образом жизни, со скотоводством, да, с пастушеством, что такое. Вот, а что нужно сделать, чтобы вернуть сюда пастуха? Давай, вот тебе, как молодому человеку, который, наверное, далек вообще-то от крестьянской жизни, как видится эта проблема? Но мне бы хотелось... В чистом виде ведь пастуха сюда что значит? Пересадить, поставить им тут балаганы, живите и встречайте тех, кто будет по перевалам ходить. Это же целая проблема цивилизационная. Да. Да, это большая проблема, и надо понимать, что мы, безусловно, воспринимали пастухов не только вот в рамках того слова, которое мы озвучиваем, пастух. Да? Он в абхазском понимании это еще и человек, охраняющий эту территорию, человек, являющийся вот проводником этой земли. Да? И когда как бы думаешь о том, как можно их удержать, как можно им помочь, чтобы они продолжали оставаться проводниками этой земли. Но мне кажется, мое мнение, что необходима государственная программа,
необходимо обеспечить такие условия, в том числе, кстати, и для развития горного туризма. Потому что именно возвращение сюда туристов, но правильное возвращение, с сохранением нашей природы, с бережным отношением к природе, вот это возвращение позволило бы этим людям, которые в том числе думают и о заработке, думают о своей семье, позволило бы зарабатывать эти деньги, продавать здесь сыр, продавать здесь... Вот. Тенгиз, вот, значит, прежде чем говорить о том, чтобы сюда пришел турист, может быть, давай сначала мы подумаем о государственной программе, которая вернет вот на эти благодатные пастбища просто тучные стада коров, овец, коз, да? Вернет фермерское хозяйство, как сейчас это модно говорить. И тогда вместе с этими стадами придут пастухи, естественно. А к пастухам и к этим стадам, вот к тому сельскому хозяйству, придет туризм. Может быть, это будет аграрный туризм, да? То есть они должны к чему-то прийти, не просто полюбоваться на эту сосеночку, да? Вот мы сейчас встретили с тобой твоего знакомого Лазба, да. Заур Лазба, да, он из Гудаутского района, да, он здесь 8 лет, да, и вот он рассказывал, что когда-то он ходил с дедом, с отцом, мальчиком, он начинал ходить сюда пастухом. Его дети и внуки уже не ходят с ним, он здесь один, и у него 6 коров всего, а когда-то было стадо в 50, да. Вот сегодня, вот здесь немножко какие-то есть балаганы, ты знаком с ними, что здесь кто что держит, и какие все-таки островки еще сельского хозяйства тут есть? Ну вот я перечислял их, я говорил, что вот здесь несколько балаганов авицбовских, там отробовский балаган. Но опять-таки вот отроба, к которому я в прошлом году много раз поднимался и брал у него сыр, в этом году он подняться не смог. У него как бы, ну в общем, по определенным причинам не смог подняться. То есть он заболел, он уже стар? Ну, ему тяжело. Авицбовцы на той стороне перевала, тоже я их не вижу. Тут надо сказать, что молодые тоже, они же выбирают, они понимают, что им легче заработать там внизу. Вот. Но мы теряем, мы как государство, мы как народ теряем свою культуру. И поэтому мы должны сделать все, чтобы они вернулись, чтобы через них вернулись мы. Просто, опять-таки, если говорить о современных реалиях, можно наделить их многими функциями. Потому что здесь необходимы егеря, здесь необходимы МЧСовцы. Легче обучить человека, который с раннего детства сюда поднимается, обучить каким-то навыкам, он уже знает территорию. И наделить его этими функциями и помочь ему зарплатой, предположим, да, помочь ему экипировкой специальной. Но при этом мы будем понимать, что у нас будет целая сеть вот этих вот баз, пастушеских баз, которые также в том числе и являются и базами спасателей, базами, может быть, метеорологов, а зимой и лавинщиков базами. То есть есть возможность, есть понимание того, как, исходя из наших традиций и нашего присутствия сейчас в горах, как можно нас вернуть сюда. Вот смотри, если кому-то придет в голову, сразу увидев эту просто... А здесь, ну просто неописуемой красоты, конечно, вот весь этот ландшафт, и не хуже совершенно швейцарского, да. И если кому-то придет в голову, может быть, сразу окучить этот пейзаж какими-то отелями, гостиницами, там, маленькими туристическими комплексами и возить сюда группы, то мы должны сразу предупредить, что эта территория является заповедной. Да. И отсюда следует... Это территория Рицинского реликтового национального парка. И по закону строительство здесь запрещено, на этой территории, где мы находимся. И вы знаете, тут вот два сложных момента. С одной стороны, я в общении с людьми в Абхазии сталкиваюсь с тем, что они мне говорят, нельзя показывать эти места, нельзя показывать вот такие красивые места, остановись, ведь ты всему миру показываешь. И есть риск того, что вот сюда придет этот большой туризм, придут большие деньги международные, и очень тяжело будет устоять. И с одной стороны, я понимаю это опасение. И есть два момента. Во-первых, заблуждение. И не хочу никого обидеть, но короткая память. Те, кто мне это говорят, забыли, что мы отсюда родом, что 100 лет назад здесь были огромные села абхазские. И я не говорю о том, чтобы прийти в священные места, в которых никогда нас не было. Я говорю вернуться на родину, вернуться домой и быть хозяином своей земли. Второе, бизнес рано или поздно сюда придет. И вот
чутье мне подсказывает, что он придет рано, а не поздно. И поэтому мы сейчас должны сформировать свое отношение к тому, как можно развивать туризм и каким этот туризм должен быть, чтобы в случае, если сюда придет большой бизнес, наше общество понимало, как можно развивать горный туризм в Абхазии, что здесь можно сделать, а чего делать нельзя. И одна из задач фонда «Горная Абхазия» — это как раз-таки вот рассказать нашему обществу, по какому пути нужно идти, сохраняя эту природу. Существуют механизмы существования народов. Он, как и человек, народ, нация, он рождается в определенном доме, в определенном ландшафте, который его воспитывает. Это его мир, его семья. Потому что нации гор – это свои нации рек, побережья морских – это другие, долин – это третьи, нации Памира – это четвертые и так далее. Да? Ландшафт воспитывает характер. Безусловно, абхазы выросли в горах, конечно, в горах. Ну и адыги, вот наши, так сказать, мой народ шапсуги. И абхазы – это заблуждение, конечно, что мы селились по берегу моря. Конечно, мы селились в горах, у родников, у рек. Но, естественно, море для нас было неким естественным рубежом. И абхазов, конечно, формировали горы. И возвращение, вот то, о чем ты говоришь, это просто цивилизационное спасение нации. Я считаю, что туризм даже вторичен. Да? Туризм это будет как некая отрасль, которая будет делать промоушен Абхазии и приносить некие туристические деньги. Первично, мне кажется, как залог выживания нации. Если мы хотим остаться теми же абхазами, которых знала история и которые выживали не одно тысячелетие, сталкиваясь с византийцами, с персами, еще ранее там, с арскифами, с сарматами, с очень агрессивными, мощными народами на тот момент. Но многие народы сошли со сцены исторической, а абхазы живы. И существуют как абхазы, как некий суррогат. Вот это осмысление тебе, молодому человеку, интуитивно пришедшее в голову, безусловно, требует сегодня государственной программы. Скажи, пожалуйста, ты один, у тебя есть единомышленники? Как ты считаешь, твои ровесники будут реагировать на это? Возможно ли это силами молодых сегодня, потому что это только силами вашего поколения возможно? Есть ли шанс? Потому что когда я смотрю иногда на утюжащих набережную молодых абхазов, которые уже совсем, наверное, и не абхазы, мне очень грустно. Конечно, их нужно помещать в эти горы и переделывать человеческий материал. Вот ты общаешься с молодыми. Как ты считаешь, мы можем привести их сюда? Конечно. И у меня есть опыт, когда я поднимал ребят городских, которые первый раз поднимались в горы, и вот после этого возвращения в горы вот эти внутренние механизмы, они выстраивались, и все, они становились частью этих гор, частью этой культуры нашей абхазской, горной культуры. Поэтому все, что необходимо, опять-таки, это создать такие программы, которые бы поднимали сюда молодежь, поднимали со школьного возраста. Вот, а вот конкретно какие программы? Вы знаете, это просто нас... походы или все-таки некое освоение чисто вот материально-техническое такое, знаете, вот материальное освоение этих территорий? Или какие-то, да, в поход сходить можно, восхититься горами, да, конечно, можно. Вот тут есть один момент. Можно поднять человека для того, чтобы он пошел в поход, но он должен быть слепым, глухим, чтобы не увидеть все, что есть, не воспринять это и не измениться. И вот это ключевой момент. Для меня не важна причина, по которой он поднялся. Для меня главное, что я его сюда поднял, и для него это будет точка отсчета. Если он в состоянии воспринять, если в его крови еще что-то осталось, то это обязательно проявит себя и возродится в нем. Точно так же, кстати, как и во мне. Я не сын пастуха, я не поднимался сюда с 5 лет. Просто вот для меня это был зов крови. Когда я сюда поднялся, я понял, что здесь я дома. Вот. И поэтому, вы знаете, есть такие примеры, к сожалению, их очень мало, но даже сюда, на Аватхару, Сухумский дом юношества на протяжении 15 лет поднимает детей. И это другие дети. Они уже выросли, они закончили университеты, они работают в разных учреждениях, в том числе и государственных, но это другие дети.
они осознают ценность этих мест, они понимают, о чем ты с ними говоришь. И когда я встречаюсь со студентами, они хотят, они горят. Вот после лекции, у нас была недавно лекция в АГУ, они меня окружили и хотели, чтобы я их поднял. Но, к сожалению, у меня нет ресурса, я не могу. То есть, если я поднимаю детей в горы, я их должен экипировать, это я должен, значит, там 20-30 детей экипировать. Это отдельный большой проект. Значит, вот на это нужно участие государства в этом нужно, да? Наверное, нужны инструкторы, нужны какие-то соответствующие манипуляции и экипировка, да, вот то, что ты сейчас говоришь. Я думаю, что это должна быть работа и при школах, и при университете. И на самом деле я был в некоторых школах наших, и эта работа проводится, опять-таки, на энтузиасты. То есть вот есть ребята, есть энтузиасты молодые, которые вот этих школьников поднимают в горы, пытаются им показать эти места. И, пожалуй, вот я повторюсь, по-моему, единственный проект, да, это Сухумский дом юношества, который единственный поднимает сюда детей на протяжении уже многих лет. И я им благодарен за это, мы все им благодарны. То есть именно в это место или вообще какие-то еще вот ну вот здесь они на Аватхаре поднимаются, и вот потом ходят сюда, я тоже один раз с детьми ходил, замечательные детишки. Вы не представляете, они такие же выносливые, как вот там дети 10-12 лет. У нас был с ними 10-часовой маршрут. И они выдержали, прошли. И они как бы в хорошем смысле, они как пластилин. То есть вот ты объясняешь им правила. Конечно, ты жестко их контролируешь, потому что ты отвечаешь за них. И они начинают тебя слушать, еще когда ты объясняешь, почему они должны это делать. Все в них меняется, понимаете? А потом они же дышат вот родной землей, да, это Конечно. же не экзотический туризм. Да. Вот они ступают по земле Да. предков. Это такая, на самом деле, вот это совсем другое ощущение, когда ты идешь по своей земле, когда она такая невероятно красивая. Еще к тому же. Да. А вот немножко от темы туризма отходя, все-таки о прагматичной стороне. Вот смотри, мы сегодня посмотрели, здесь же на самом деле, какие-то, наверное, предальпийские, да, луга, как это называется? Это Предальпика. Предальпика, да. И вот чуть дальше от нас, там потрясающая совершенно, здесь вода подводная, очень много воды, Да. насыщенная влагой трава, да. Это такой идеальный корм для скота, да? Да. Для овец особенно, да? Да. Да и для коров. Вот смотри, мы говорим о рабочих местах. Не дай бог Абхазию, мне кажется, постигнет мысль создать какую-то индустриализацию постмодернистскую. Да. Не дай бог. Не дай бог начнется нефтеразработка, хотя там что-то ведется, но вот есть зоны, где просто совершенно другая экономика должна быть. И вот мне кажется, что эти рабочие места, вот они. Вот они, рабочие Безусловно. места. Вот, может быть, для этих молодых, может быть, какое-то движение нужно молодежное, меньше политики, а больше вот этих вот родных абхазских, таких культурологических, социальных проектов. Вот сюда, ребята, вот вам рабочие места, вот вам умение обращаться с коровой, с овцой, умение делать сыр, доить эту корову, знать, как этот сыр добывается. Вот тут эту мамалыгу с сыром попробовать, да? Вот скажи, пожалуйста, честно скажи. Я понимаю, что ты при делах, что ты работаешь, у тебя масса, у тебя 2 девочки, которые ты водишь в горы. А тебе когда-нибудь хотелось переехать, иметь дом вот здесь где-то и заниматься хозяйством? Конечно. Да? Да. Ты не лукавишь? Нет, у меня-то как раз-таки другая проблема. Я думаю, что сделать, чтобы это произошло. Есть определенные сложности. Потому что хочется и там делать какие-то, как мне кажется, важные вещи. Но это, наверное, то, к чему я в скором времени приду. Я мечтаю сюда вернуться, да. И вопрос дорог, конечно, правда? Да. Ведь если бы она была асфальтированной дорогой, и эти коммуникации с центром были бы гораздо мобильней, и не было бы проблем на самом деле. Даже пребывая в городах, в городе можно было бы здесь что-то делать. Скажи, пожалуйста, вот я обратила внимание в предварительных разговорах с тобой, у тебя какие-то особые сложились отношения с горами. То есть можно сказать на самом деле, что ты с ними уже поладил, у вас некое взаимное чувство. Наверное, они допустили тебя в какие-то свои тайны, в какие-то свои, может быть, очень сложные лабиринты, где иногда человек просто проглатывается и от страха или уже уходит из гор, или, не дай бог, погибает. Горы очень суровы, жестоки. И все, что мы когда-то пели в наших студенческих, там, «Парня в горы тяни, рискни», да, если парень в горах не ах,
если сразу раскис и вниз. Это абсолютно аксиома. Это так все проверяется. Вот сейчас горы в твоей мужской жизни, они как-то изменили тебя? Что значит они для тебя сегодня как воспитатель? Да, конечно, изменили. Да, они меня изменили, и если раньше была такая проблема, мне необходимо было сохранять то ощущение, которое они мне дают, когда я спускаюсь. И тогда мне казалось, нужно чаще подниматься, чтобы вот это состояние внутреннее вернулось. И мне кажется, вот спустя несколько лет у меня получилось сохранять это состояние, даже находясь внизу. Конечно, они меняют. Не всегда можно те знания, которые ты получил, применить их в жизни. Да и не знаю, нужно ли применять. Просто вот что-то происходит, что-то, что тебя меняет, и ты становишься другим. А давай конкретно. Наверняка у тебя происходило конкретно что-то такое, что тебя изменило. Или ты стал просто бояться гор, или ты стал их уже не бояться, или ты стал их уважать, или это нечто другое. Вот расскажи все-таки. Я убеждена, что в твоих блужданиях по горам, причем часто ты позволяешь себе ходить один, что для меня, в общем, достаточно уважительно, я отношусь к этому. В горах один – это очень решительно. Что происходило такое конкретное? Скажи, пожалуйста. Явно ведь происходило. Происходило, конечно, много раз, это же горы. Но знаете, я что хочу сказать? Опять-таки интуитивно, я еще не все спросил у старших, и не всегда была возможность спрашивать. Точно горы – это не опасность, и точно это не страх в нашем понимании внутреннем, да? Потому что горы, они такие, какие они есть. И далее все зависит от нас, только от нас. Вот как мы к ним придем, как мы себя поведем, вот такой и будет наша реальность. Вот, поэтому чувство страха во мне не присутствует, чувство уважения глубокого. И даже когда ты произносишь какие-то слова здесь в горах, ты думаешь о том, что ты говоришь. И ты понимаешь, что сказав что-то, это может осуществиться здесь. И опять-таки не потому, что ты этого боишься, а потому, что каждое слово имеет значение. А вот конкретно, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, чувство страха. А горы чувствуют страх? Вот когда человек боится их, они чувствуют это? Ведь мы сейчас вот с тобой не играем какую-то роль, не изображаем какую-то, так сказать, метафоричность нашего разговора. Горы действительно живой организм, безусловно. Да, древний организм, живой, который держит землю, вот знаете, как в мифологии есть, да, и вбил, как клинья в землю горы Всевышний, чтобы она не тряслась, да. Горы выполняют очень важную функцию, они держат землю. Вот, безусловно, здесь есть масса ловушек для человека. Вот, кстати, о пастухах, которые, да, как прекрасно они знают характер гор. Вот страх чувствуют горы? И был ли у тебя страх когда-то в горах? Горы, вы знаете, когда, вот, например, я расскажу вам такую историю. Предположим, человек поднимается в горы, и портится погода, идет сильный дождь, град. Но это горы не проверяют человека, они его не испытывают, они ему дают возможность очиститься. Понимаете, вот именно такое восприятие у нас гор. Именно поэтому горы не будут создавать какие-то препятствия, ловушки или что-то, что вызовет у человека страх. Страхи только внутри человека самого. И поэтому у нас именно такие взаимоотношения с горами. Опять-таки, вот, например, нельзя в горах оплакивать человека. Даже если он погиб здесь, ты должен его спустить с гор. Есть ритуал возвращения души. И уже там, в горах, ты его должен оплакивать. Это в низменности оплакивать. Ты не имеешь права сюда подниматься в черном, в трауре, не имеешь права. Мысли твои не должны быть о чем-то вот таком плохом. Поэтому очень тонкие взаимоотношения. Я только начинаю выстраивать эти взаимоотношения с горами, и мне помогают в этом наши старшие, наши пастухи. Ты когда ходил в горы, конечно, ты что-то изучал, да? Наверняка ты изучал какие-то наши
вот древние абхазские поверья, какие-то легенды, ты, наверное, разговариваешь. А что с чего? Ну вот а что наши предки, как они эти горы представляли? Вот в это я не знаю, что говорят, особенно абхазскую, на этот счет мифологию. Что, какие-то закодированные вот образы гор там значатся? Ведь там Все же эти есть места священны. священные. Все эти места священны. Мы должны себя вести так, как если бы мы зашли в храм. Для абхаза мы сейчас находимся в храме. И, соответственно, мы не ругаемся, мы громко не говорим. Если мы подходим к озеру, то мы не плескаемся в нем. Точно так же, как не будет человек, зашедший в мечеть или зашедший в церковь, он не будет там кричать и веселиться, да? Потому что здесь духовное общение идет. И ты можешь подойти к озеру, попросив у него прощения, умыть свое лицо, напиться воды. Но ни в коем случае ты не должен осквернять его своими ногами. То есть вот плескаться, да, там как? Да. Вот есть море для этого, плещитесь, да? А Да. озеро, вообще что такое озеро в горах? Это же вообще, они имеют историю на самом деле. Вот, ну, арийцы больше известно. А вообще вот эти горные озера, они же там, есть карстовые, есть на линии тектонических разломов, да. Вот ты что-то об озерах знаешь, вот их вот эту тайну, почему пастухи так бережно относятся? Ты говорил, что они ругались, когда вот кто-то фамильярно вот так подходил из туристов. Да, вот об этом расскажи немножко. Ну, вы знаете, на самом деле я тут туристов ни в коем случае не обвиняю. Мы должны им преподносить Абхазию, мы должны им объяснять, почему нельзя купаться в озерах. Когда вот ты им говоришь, что это священные места, все сразу понимают они, и никаких проблем не возникает. Вот. Самое главное, чтобы мы не забывали об этом, и чтобы мы оставались проводниками. Раз уж такие большие потоки людей приходят в Абхазию, мы не должны ради выгоды, ради того, чтобы нам было попроще, полегче, забывать наши традиции. Наоборот, мы должны сделать на них акцент и сделать лицом Абхазии, туристической Абхазии, наши традиции. Чтобы наши традиции стали туристическим лицом Абхазии. Вот. И еще раз, помимо того, что это близость к Богу, помимо того, что они понимают, что Бог рядом. Вот, например, когда поднимают тост за Всевышнего, первый тост, когда поднимается он у моря, мы встаем. Когда мы пьем этот тост, когда этот тост мы поднимаем в горах, вставать нельзя. Ты не равен Богу. Не надо вставать с Ним на один уровень. Поэтому ты как бы ты Его благодаришь Его за то, что Он смотрит на тебя, но при этом не встаешь. И это очень много таких тонких это вещей. абхазские древние поверья, да? Это то, что ты узнал от стариков, да? Да, конечно, да. То есть есть еще старики, которые это помнят и знают. Ну, есть еще вот люди, которые поднимаются в горы, с которыми можно поговорить, и они тебе многое расскажут. Вот, конечно, эти люди уходят, и вместе с ними уходит огромное количество знаний. И вот, пожалуйста, вам еще одна программа государственная, сделать огромное количество медиапроектов просто для того, чтобы проинтервьюировать всех этих людей, чтобы эти знания сохранить, чтобы мы могли их передать. И времени на это очень мало, кстати. Очень мало. Очень мало, они же очень старые, да. Вы знаете, у каждой тропы здесь у нее было свое название, потому что когда пастухи общались между собой, он ему говорил название тропы и говорил, вот ты пойди по этой тропе и пойди туда. А сейчас мы не знаем названий, многих названий, не то что троп, с топонимикой вообще огромная проблема. И, честно говоря, на самом деле проблем действительно очень много, но я к этому все равно отношусь с оптимизмом. Но оптимизм, как бы вот в данном вопросе, это вообще это моя жизненная позиция. То есть мы должны быть оптимистами, чтобы исправить вот все те проблемы, которые у нас есть. Скажи, а ты нашел уже отклик в верхах, у власти, среди властных структур, вот всем твоим начинаниям? У тебя есть какая-то поддержка? Да, вы знаете, почти 2 года назад меня впервые поддержал президент Рауль Джумкович Хаджимба. И благодаря его поддержке мы смогли вывести проект на совершенно другой уровень. Мы организовали первые зимние экспедиции. Это дало мне понимание того, с какими трудностями я столкнусь здесь зимой. И благодаря этому пониманию вот в этом году уже мы организовали первую зимовку в горах Абхазии за 26 лет. И, конечно, это тоже был неоценимый опыт. Вот сюда я прихожу уже зимой, последние 2 года постоянно. Я себя чувствую как дома. У меня нет ощущения страха, нет ощущения непонимания того, с чем я столкнусь. Это то состояние, которое мы должны себе вернуть. Раз уж 78% территории Абхазии — это горы, то мы должны себя чувствовать здесь как дома. А сегодня, к сожалению, ситуация такая, что если ты поднял молодое поколение, просто от того, что они зашли в речку, у них температура будет 40, и вообще и нос заложен, и как быть, понимаете? Вот это нужно, от этого нужно уходить. Нужно сделать так, чтобы
чтобы для них эта жизнь была комфортная. Скажи, пожалуйста, Тенгиз, давай мы выйдем немножко вот с этой темы на международный уровень. Помимо того, что ты все-таки некий апологет вот гор абхазских, и слава богу, что такие молодые парни есть, ты занимаешься еще в некоторой степени, не в некоторой степени, а в прямом смысле, международной деятельностью. Ты являешься сотрудником МИД, ты являешься руководителем, да, информационно-аналитической службы. Ты принимаешь участие на Женевской площадке, на соглашениях, да, вот в переговорных процессах участвуешь. И в этом смысле уже какие-то шаги мягкой силы, значит, происходят со стороны абхазской. Расскажи об этом. И в какой степени вот наши прекрасные горы, как наше такое древнее цивилизационное наследие, могут быть помощниками в этом кропотливейшем процессе деизоляции Абхазии, попытки найти свое место вот в мире полноценное. 3 года назад меня пригласил в Сан-Марино, бывший президент Сан-Марино. Он трижды был президентом Сан-Марино. И он пригласил меня организовать фотовыставку «Горная Абхазия» там. И так получилось, что во время выставки там были журналисты, были люди разные, и начали говорить, вот, часть приглашенных людей начала говорить об определенных проблемах, с которыми сталкивается Кавказ, и вот все наши региональные проблемы. И вот тогда президент, он сказал следующую вещь: вы знаете, я не хочу вас обидеть, но если вы хотите открыть себя Европе, если вы хотите открыть себя всему миру, открывайте себя вот через такие фотографии, через такие проекты. И, безусловно, мы не должны забывать свою историю, не должны забывать нашу боль. Но, наверное, еще вот как бы опять-таки сила наша, да, вот сила в этой красоте. И через красоту этих горных пейзажей мы можем рассказывать, очень интересно рассказывать всему миру о том, какие мы. У меня была выставка и в Берлине, и в Италии, и в Приднестровье тоже мы ездили. И везде огромный интерес, везде желание приехать. У нас уникальная природа, и она уникальна для всего мира. Вот тут совсем недалеко Гагарский хребет с 3 самыми глубокими пещерами в мире. В Абхазии уникальный субтропический снег, который есть только в 3 местах в мире: в Японии, на Аляске и здесь. И все, и больше нигде. Ну и, безусловно, вот как бы в этой зоне я имею в виду. То есть людям интересно, они хотят узнавать Абхазию. А вслед за этим, я еще раз говорю, человеку все-таки, когда он сюда тоже с чем-то сталкиваешься, когда ты видишь туриста, когда ты сам в какой-то степени турист, да, когда ты куда-то приезжаешь, тебе же интересно не только узнать эту землю, тебе еще и интересно узнать историю этой земли. И именно человек является проводником, тот, кто здесь родился, тот, кто здесь вырос. И вот когда тебе эта земля дала этот язык, твой язык, твои традиции, вы знаете, у меня есть негативный пример, когда мы поднимались на Конкагуа, поднимали туда флаг Абхазии, и это история о том, как было уничтожены люди, которые жили на этой земле всегда. Скажи, пожалуйста, Конкагуа это где? Уточни. Аргентина. Да. И, ну, конечно, можно сказать, здесь далеко, конечно, ходить не нужно. У нас у самих много таких историй. И для нас это боль, которую мы понимаем. Но когда ты видишь людей, и никто из них даже понятия не имеет, как вот все, что ты видишь вокруг тебя, каждая вершина, каждый хребет, они не знают, как они назывались. Эти знания утеряны, абсолютно утеряны. И вместе с ними утеряно общение с этой землей. То есть обитает народ абсолютно без памяти и связи со своей землей. Это такой гиперманкуртизм. Манкурты, страшно, да. И ты ощутил вот этот вот опасность эту, да, для Абхазии? Да, конечно. Да? Когда ты увидел воочию, что такое народ без глаз, без ушей, без языка, да. Что ужасно. Такое народ, потерявший связь со своей землей. Да. И вы знаете, если в Европе вот сейчас идет такая попытка возвращения, опять-таки, через понятные им, вот таким как бы светским государством инструменты, через экотуризм, через там какой-то там туризм тоже. Но в принципе, если мы там говорим о Франции или об Италии, мы можем сказать Рим, Париж, архитектура, живопись, то когда мы говорим об Абхазии, мы говорим земля, горы Абхазии.
это то, без чего абхазы перестают быть абхазами. Именно поэтому мы не можем потерять контакт, не имеем права потерять контакт с нашей природой. Вот все реже абхазы называют свою страну Апсо, да? Вот страна души. Боже, какое название! Какой гигантский смысл заложен в самом названии страны, да? Ведь редко где и когда вот так красноречиво называется целое государство, целая страна, целая земля, да? То есть вот это уже вот определен такой генеральный путь, по которому нужно идти. К душе и никуда больше. К душе можно идти через эти вершины, через озера, через реки. Может быть, меньше через море. Оно рождает некую другую часть абхазской жизни. И при этом, Тенгиз, давай все-таки подчеркнем, что вот то все, что ты перечислил сейчас, вся та мягкая сила, культура Абхазии, земля ее, люди, в конце концов, интересные, да, они возможны, их выход возможен в Европу вне политики, да? Конечно. То есть абсолютно. это вот тот барьер, который вполне преодолим. И ты всегда чувствуешь интерес к себе? Или есть некий все-таки вот эти политический хвост такой, непризнание? Иногда, может быть, он настигает вас в виде каких-то агрессивных приемов? Нет? Или чаще всего все-таки доброжелательный интерес? У простых людей, не являющихся дипломатами, политиками, у них всегда живой интерес. И они, увидев наши фотографии, наши видео, они хотят сюда приехать, они хотят познакомиться с Абхазией. И дальше как практически все это реализовывается? Вот они хотят, ты показал, они увидели, они хотят. Дальше что возможно силами Абхазии? Все возможно. В Абхазию приезжает 1 миллион туристов ежегодно. Из России? Из России. Но нам ничего не мешает выстроить такие взаимоотношения, чтобы к нам приезжали со всего мира. Ничего не мешает? Ну, все только от нас зависит. Вот, например, развитие в горах Абхазии зимнего горного туризма, да, потому что, еще раз говорю, таких мест практически больше нигде в мире нет. И мои друзья, с которыми мы сюда поднимались, вот, например, Оксана Чекулаева, она чемпионка Европы, чемпионка России по фрирайду, она была во всех этих местах, и на Аляске, и в Японии, и она говорит, что здесь уникальные места. То есть мы не говорим сейчас об вот этих вот одолевших Северный Кавказ горных кластеров, курортных, горнолыжных, да, Ни в коем которые случае. пытаются конкурировать, там, я не знаю, с Куршавелем, там, так сказать, и так далее, да, бесперспективных совершенно. Да. И несущих за собой массу потерь, кстати, вот этих, да. Мы не говорим о горнолыжном курорте. О чем? Еще раз уточни, пожалуйста, какие виды зимнего туризма горного могут здесь принести дивиденды Абхазии? Ну, наша идея привлекать сюда именно такие направления зимнего горного туризма, которые абсолютно не влияют на природу. То есть тот же ски-тур, например, это подъем на лыжах с целью спуска. То есть ты поднялся на вершину, вот, например, на ту, которая у меня за спиной, спустился, и все, и тебя нет. Только след от тебя остался, лыжни, который тоже в скором времени засыпет. Хелиски то же самое, только уже на вертолетах. Возможность кататься в лесной зоне. То есть активные и очень интересные виды туризма, которые не причиняют вреда экологии. Очень такой эксклюзивный такой туризм. И экологически. Да. Все-таки вот сейчас очень такое популярное, на самом деле востребованное в 21-м столетием экологическое некая, так сказать, вахта, да, которая защищает очень уникальные экосистемы. Абхазия, наверное, входит в эту экосистему. Вот сегодня как мы можем вписаться в эти мировые процессы экологические Абхазии, что тоже, опять-таки, еще одна мягкая сила для вхождения в европейское пространство? Вы знаете, когда говоришь вообще о мягкой силе и о дипломатии, конечно же, нужно каждое слово выбирать. Но я убежден в том, что нам нужны реальные достижения. И общение с другими народами, фактическое общение с этими народами, культурный обмен, гуманитарные проекты. Вот это та
реальная сила, которой мы и должны заниматься. И именно поэтому наши оппоненты так болезненно реагируют на реализацию гуманитарных проектов по всему миру. Потому что они понимают, что этот путь самый правильный, и он в итоге приведет сначала к фактическому признанию Абхазии, а потом уже и к политическому. И очень важно, чтобы мы, как мне кажется, я могу ошибаться, пускай меня подправят наши дипломаты, но мы не должны идти за признанием во имя признания. Понимаете? Вот культурный обмен необходим народам. Нам необходимо общение, потому что это наша общечеловеческая часть. Конечно. Во-первых, мы себя ярче и четче видим в этом другом зеркале, да? Во-вторых, это обмен опытом, а в-третьих, это наша востребованность в мире, безусловно. Вот на самом деле тот монолог, который сейчас произнес, оно очень глобальное и логическое завершение нашего с тобой здесь вот общения, диалога, нашей беседы. Плодотворнейшей. Лично я получила огромное количество информации и надежду на будущее Абхазии, потому что все-таки уже вызревают очень здравомыслящие проекты, которые ты начинаешь, с тобой есть единомышленники. Есть еще в Абхазии люди, которые вот сегодня кропотливо, потихонечку делают маленькие шаги. И то, что ты сказал сегодня о той силе, которая быстрее, да, опередит политику, безусловно. И скажи, пожалуйста, на какой стадии сегодня этот путь? Он только еще начальный, вот этот выход в мир, вне политики, совершенно с другими параметрами, вот такими самодостаточными абхазскими. На какой-то стадии? Начало, середина пути. И что для этого нужно, чтобы был такой поток, рывок туда, в это пространство европейское? Мне кажется, что мы очень востребованы Европой сейчас будем, очень. Как уникальнейшая цивилизация, локальная, кавказская, горная и уникальная культура. Вот как ты оцениваешь, как дипломат, все-таки я могу говорить о тебе, что ты дипломат, да? И как, в общем-то, ну, скажем так, как это назвать себя, сказать, турист я не могу, ну, так, цивилизатор горный, вот так скажем. Вы знаете, вот ровно такой же интерес, как у меня вызывает история Древнего Рима или история германских племен. Когда ты рассказываешь европейцам о Кавказе и об Абхазии, они с таким же интересом тебя слушают, потому что они такие же люди, как и ты. Они хотят этого общения. Поэтому, да, безусловно, мы востребованы. Мы нужны друг другу, чтобы понимать друг друга лучше. Где мы находимся? Ну да, наверное, мы пока делаем первые шаги, я считаю. И, конечно же, еще очень многое предстоит сделать. Но самое главное, что в нашем обществе есть люди, которые понимают, что это необходимо делать. И вот совсем недавно был открыт Институт культуры имени Дмитрия Гулия в Италии. Это беспрецедентный случай, первый, открыт официально. Об этом были уведомлены все государственные организации. И вот по этому пути, если теперь наполнить его реальными проектами гуманитарными и продолжить эту работу в других странах, я вас уверяю, с огромным интересом и удовольствием слушают истории об Абхазии. И они хотят приехать сюда и стать частью нашей культуры, нашей земли. Спасибо, Тенгиз. Дело в том, что если у Абхазии есть один из ее сыновей, который так любит эту землю, то я уверена, что ему удастся, ну, может быть, зажечь 100 сердец, 200, 300. Они зажгут еще столько же. И Абхазия найдет свое место, которое когда-то Всевышний для нее определил в мире, в мировой культуре. Спасибо тебе огромное. Спасибо. За твою пассионарность жизненную, за то, что ты живешь в движении, и за то, что ты так предан той земле, которая родила твоих прадедов, и которая сегодня держит тебя на этой земле. И я знаю, что ты передаешь это своим девочкам двум, да? И ты возишь их с тобой в горы. Конечно. И ты чувствуешь, есть у них интерес к этому? Конечно. Ну вот, значит, за тобой идет еще одно поколение. Удачи тебе, спасибо. Спасибо большое.